США намерены и в дальнейшем разговаривать с Ираном с позиции силы. Госсекретарь Помпео утверждает, что ликвидация генерала Сулеймани – это политика сдерживания, в том числе и России с Китаем. Тем временем в Тегеране начались аресты виновных в обстреле и крушении украинского Боинга. Невозможно, чтобы лишь один человек был виновен в этом инциденте. Невозможно, чтобы виновен был лишь тот, кто нажал кнопку. Есть и другие. Семья фигуранта громкого расследования радио «Азатык» о коррупции на кыргызстанской таможне подала очередной иск против журналистов. Когда появляется вот такая возможность, не знаю, допросить журналистов, то они вдруг все начинают работать с какой-то невероятной оперативностью. Очередной факт мошенничества в Душанбе. Строительный подрядчик собрал $2,5 миллиона у дольщиков, но ключи от квартир люди так и не получили. Прокурор просит 22 года тюрьмы. Пострадавшие граждане требуют вернуть деньги. Дочь с 5 детьми осталась на улице, поэтому я прошу у государства вернуть деньги моей дочери, чтобы она купила жилье. Нам сказали, что, скорее всего, вернут 130 тысяч самани. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение иранского командующего подразделением Кудс Касема Сулеймани является частью более широкой концепции сдерживания противников США. Политик подчеркнул, что эта доктрина распространяется и на Россию с Китаем. Речь, с которой выступил Помпео в институте Гувера Стэнфордского университета США, называлась «Восстановление сдерживающего потенциала. Иранский пример». В ней госсекретарь обвинил предыдущие американские администрации, причем как демократические, так и республиканские, в поощрении подрывных действий Ирана. Помпео не стал прямо отвечать на вопрос, готовил ли Сулеймани нападение на американские посольства. Впрочем, он повторил уже ранее озвученный тезис, согласно которому именно непосредственная угроза диппредставительством США и стала причиной уничтожения командующего подразделением Кудс. Майк Помпео сделал еще несколько громких заявлений. Президент Трамп и те из нас, кто входит в его команду по национальной безопасности, восстановили сдерживающий потенциал в отношении Исламской Республики. В стратегическом плане сдерживание просто означает убеждение другой стороны в том, что издержки определенного вида поведения превышают его выгоды. Ваш противник должен понимать, что у вас не только есть возможность принести ему эти убытки, но вы действительно готовы сделать это. Никогда Америка не говорила с Ираном настолько с позиции силы. После чего Майк Помпео рассказал, каким бы в Вашингтоне хотели бы видеть современный Иран. Мы провели кампанию по дипломатической изоляции, экономическому давлению и военному сдерживанию. Цели двоякие. Во-первых, мы хотим лишить режима аятолл ресурсов, которые ему необходимы для осуществления его пагубной деятельности по всему миру. И во-вторых, мы просто хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная страна. Просто будьте как Норвегия. А тем временем власти Ирана сообщили об аресте нескольких человек по делу о крушении украинского Боинга. Ранее Тегеран признал, что самолет был сбит иранскими военными по ошибке. Президент страны Хасан Рухани заявил, что все причастные понесут наказание. С подробностями Ольга Жирносек. Об аресте подозреваемых сообщил пресс-секретарь судебной власти Ирана, без каких-либо подробностей. Было проведено обширное расследование. Некоторые люди арестованы. Кто эти люди и сколько подозреваемых задержано, также не сообщается. Президент Ирана заявил, что расследованием причин катастрофы займется специальная структура, созданная в системе судебных органов. Невозможно, чтобы лишь один человек был виновен в этом инциденте. Невозможно, чтобы виновен был лишь тот, кто нажал кнопку. Есть и другие. И я хотел бы, чтобы этот случай честно объяснили людям. Украинский Боинг потерпел крушение 8 января, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек. Лишь спустя 3 дня иранские власти признали, что лайнер был сбит комплексом иранской ПВО. Оператор принял Боинг за вражескую цель. В тот день Иран ждал ответного удара США после атаки на американские базы в Ираке. Подобный инцидент не имел места в истории нашей страны. Никогда еще не было случая, чтобы лицо, отвечающее за наши системы противовоздушной обороны, совершило такую ошибку в отношении пассажирского самолета в столице страны, центре страны, рядом с международным аэропортом. В Киеве сообщили, что Иран может передать черные ящики сбитого Боинга Украине. Ранее Тегеран отказался это делать. По словам президента международных авиалиний Украины, у иранской стороны больше нет оснований что-либо скрывать. В самом Иране 4-й день продолжаются антиправительственные выступления.
Протесты начались вслед за признанием иранских властей в причастности к катастрофе украинского «Боинга». На улице с требованием наказать виновных выходят в основном студенты. По словам протестующих, силы безопасности применяют для разгона демонстрантов в том числе огнестрельное оружие. Сегодня власти Ирана сообщили о задержании по меньшей мере 30 участников акции. Ольга Жарнасек, «Настоящее время». Тем временем в Иране сильнейшее с весны прошлого года наводнение. Под водой 3 провинции. Есть погибшие, рассказывает Роман Чуриков. По меньшей мере 3 человека погибли при наводнении в провинции Систан и Белуджистан, находящейся на юго-востоке Ирана, на границе с Пакистаном. Об этом сообщило государственное телевидение страны. Более 1200 местных жителей удалось спасти. Под водой находятся несколько сотен деревень с общим населением порядка 20 тысяч человек. Причем до 40 населенных пунктов спасатели добраться не могут. Причина ненастья – проливные дожди, не прекращавшиеся 3 суток. За это время выпало почти 20 сантиметров осадков, что в 2 раза выше нормы. Отдельную опасность для местных жителей представляют крокодилы, сообщает Министерство охраны природы Ирана. Их отнесло водой от привычных мест обитания, и они могут заплывать в дома в поисках еды и укрытия. К другим темам. Самую больную межгосударственную тему в эти минуты обсуждают вице-премьеры Таджикистана и Кыргызстана. Переговоры проходят в приграничном селе Гулистан в Таджикистане. Встреча делегаций началась в 10 утра по Бишкеку и продолжается до сих пор. Был лишь перерыв на обед. Переговоры проходят за закрытыми дверями. В нем помимо вице-премьеров участвуют главы МВД, ГКМБ и Генпрокуратуры двух стран. До начала переговоров Азим Иброхим и Джениш Разаков коротко переговорили в присутствии прессы. Кыргызстанский вице-премьер указал на близость двух народов и заявил, что на сегодняшний день единственным нерешенным вопросом в межгосударственных отношениях остается граница. Я думаю, сегодня мы должны открыто, в общем, поговорить, решить вопросы безопасности населения на приграничной территории и активизировать работу по юридическому оформлению государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, так как это является краеугольным камнем вот этих всех происходящих конфликтов. Таджикистанский вице-премьер Азим Иброхим согласился с мнением своего кыргызстанского коллеги и заявил, что нынешняя проблема границы досталась в наследство народам двух стран от Советского Союза. Он отметил, что стороны вполне могут найти точки соприкосновения. Мы должны успокоить народ, что все будет в рамках законов, взаимовыгодных для обеих сторон будут приняты решения. То есть оно не будет такое легкое решение, но это будет решение, после которого обе стороны будут согласны. Поэтому мы будем над этим работать. Я напомню, очередные переговоры между двумя странами начались после обострения ситуации на таджикско-кыргызской границе. В ночь с 9 на 10 января вспыхнул новый конфликт между жителями сел Кокташ и Самонион. Люди снова начали кидать камни друг в друга. В заявлениях погранведомств двух стран стороны возложили вину на конфликт друг на друга. После этого ситуация на границе стала центральной темой телефонов разговора президентов Эмомали Рахмона и Сооронбай Джеймбекова. Президенты сошлись в том, что необходимо провести совместное расследование инцидента и наказать виновных в приграничном конфликте. Очередное заявление на СМИ. В Кыргызстане семья экс-замглавы кыргызстанской таможни Раима Матраимова вновь пожаловалась на журналистов. Младший брат бывшего таможника Руслан обвинил съемочную группу издания «Клуб» в посягательстве на личную неприкосновенность. Напомню, ранее семья Матраимовых подала иск сразу на 3 редакции, в том числе кыргызскую службу радио «Свобода Азатык». В общей сложности требует 60 миллионов сомов. Все подробности у Джазгули Гемберзиевой. С 10 января на допросе в милиции побывали уже 3 журналиста редакции «Клоп». Сегодня следователи пригласили еще 2, одного практиканта и бывшего сотрудника этой же редакции. Руслан Матраимов, брат экс-замглавы кыргызстанской таможни Раима Матраимова, написал заявление в милицию города Оша о том, что журналисты с помощью дрона снимали его особняк и тем самым якобы посягнули на его личную неприкосновенность. Пока дело не возбуждено, идут разбирательства. Если съемки творческой группы были законными, то, я думаю, это дело закроют. Матраимовы тоже граждане Кыргызской республики, и если они обратились с заявлением, то мы обязаны его рассмотреть. Тут не нужно поднимать панику или говорить, что идет давление на свободу слова. Милиция просит предоставить отснятые видеоматериалы, чтобы направить их на экспертизу. Редакция «Клоп» пока этого не сделала.
Главный редактор издания рассказывает, что корреспонденты действительно снимали ВОШ-репортаж. Объекты оказались рядом с домом Руслана Матраимова, но особняк в объектив видеокамер не попадал. Тем более темы не имели отношения к его персоне. Когда появляется вот такая возможность, не знаю, допросить журналистов, то они вдруг все начинают работать с какой-то невероятной оперативностью. Но как только история заходит о том, чтобы допросить коррупционеров, то дела ведутся просто с черепашьей какой-то совершенно скоростью. По мнению журналиста, власти таким образом наглядно демонстрируют предвзятое отношение, а оно мешает работе СМИ. Конечно, это огромный стресс для всех журналистов, которые работают у нас. Опять же, учитывая, что все это происходит еще в контексте нападения, скажем, на болото Темирова, мы видим, что пока что нет никаких признаков того, что журналистам эту безопасность могут обеспечить. Мы видим, что на журналиста могут напасть в центре столицы. Кстати, сегодня в МВД заявили о задержании 4 подозреваемых в нападении на журналиста Болота Темирова. Напомню, его избили 5 дней назад прямо во дворе редакции «Фактчек KG», где он работает. Темиров связывает нападение с профессиональной деятельностью, в частности, с выходом ряда разоблачающих материалов о семье экс-чиновника Матраимова. Ранее опубликованы совместные расследования Азаты, КЛОП и ОССРП о возможной причастности этой семьи к крупным коррупционным махинациям. Вышеназванные расследования вызвали огромный общественный резонанс. Эта семья стала живым олицетворением коррупции в Кыргызстане. В Бишкеке даже прошли митинги с требованием отправить за решетку экс-чиновника. Но в последний год следователи только и делают, что изучают имущество Матраимова и до сих пор не могут предоставить реальных результатов. Меж тем, семья Матраимова подала иск к местным 3 изданиям, которые публиковали все эти расследования и требуют от журналистов в общей сложности 60 миллионов сомов. Смотрите далее в нашей программе. Очередной факт мошенничества в Душанбе. Строительный подрядчик собрал $2,5 миллиона у дольщиков, но ключи от квартир люди так и не получили. Прокурор просит 22 года тюрьмы. Пострадавшие граждане требуют вернуть деньги. Дочь с 5 детьми осталась на улице, поэтому я прошу у государства вернуть деньги моей дочери, чтобы она купила жилье. Нам сказали, что, скорее всего, вернут 130 тысяч сомани. В Узбекистане впервые за 23 года состоялся диалог представителя оппозиционной партии ЭРК с официальным представителем правительства в Ташкенте. Министр юстиции Русланбек Давлетов принял членов Центрального совета оппозиционной партии. По словам эрковцев, целью этой встречи было внесение ясности в вопрос, может ли теперь оппозиционная партия легально вести свою политическую деятельность в Узбекистане. Активисты утверждают, что с момента официальной регистрации Демократической партии ЭРК в сентябре 1991 года никакого судебного решения о закрытии или ликвидации партии не было. Но есть один нюанс. С 1999 года и вплоть до кончины Ислама Каримова члены ЭРК преследовались и под фиктивными обвинениями приговаривались к длительным тюремным срокам. Именно поэтому партия фактически перестала работать. По словам оппозиционеров, министр юстиции Узбекистана во время разговора заявил прямо: эта партия осталась в прошлом, забудьте о ней. Причиной нашего обращения к официальным властям послужило заявление председателя ЦИК Узбекистана. После критики миссии ОБСЕ на отсутствие реальной конкуренции на декабрьских выборах в парламент, Мирзо Улугбек Абдусаломов вспомнил об оппозиции и заявил, что члены некогда существовавших в стране партий ЭРК и Бирлик, если захотят, могут заново зарегистрировать свои объединения. Я скажу, что это была сенсацией, потому что официальное лицо впервые за четверть века открыто стало говорить об этих оппозиционных партиях. Раскрытие оппозиционерами деталей разговора с министром юстиции в соцсетях вызвало негодование узбекистанцев. Пресс-служба Минюста попыталась объяснить позицию министра с юридической точки зрения. Там заявили, что глава ведомства Русланбек Давлетов разъяснил оппозиционерам, что на территории Узбекистана партии с названием ЭРК не существует и для возобновления ее деятельности нет правовых основ. Я напомню, партию ЭРК возглавляет известный оппозиционер Мухаммад Салих. С середины 90-х годов он и его соратники подвергались репрессиям со стороны правительства Ислама Каримова. В 2017 году, после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева, преследование лидера узбекской оппозиции было прекращено. Однако оппозиционеры, многие его соратники по партии до сих пор не могут вернуться на родину. Недавно президент Шавкат Мирзиёев, говоря об оппозиции, заявил, что он не против их присутствия в стране, но он также отметил, что не допустит в стране появления оппозиции извне.
Судьба казахстанского блогера Жанара Ахмет решится 28 января. Об этом она сама заявила после судебного заседания в Киеве. Я напомню, Жанара Ахмет подала апелляционную жалобу на решение миграционной службы Украины, которая отказалась предоставить ей и ее малолетнему сыну статус беженцев. И если суд также примет решение миграционной службы законным, то Ахмет может быть экстрадирована на родину, в Казахстан, где ее могут арестовать по политическим мотивам. Жанара Ахмет заявила, что на сегодняшнем судебном заседании выступили ее юристы и привели все доводы. При этом ответчики, юристы миграционной службы, в суд не явились, в связи с чем заседание перенесли на конец января. И, по всей видимости, тогда же суд озвучит решение. В своем заявлении Ахмет рассказала, что надеется на положительное завершение процесса. Я надеюсь, что у этого суда тоже достаточно будет объективно для независимого решения, непредвзятого возможности политической воли, судебной воли, чтобы понятно принять правильное решение. Я напомню, Жанара Ахмет в марте 2017 года бежала со своим сыном из Казахстана в Украину и попросила политическое убежище на родине. Она находилась на пробационном контроле. Блогер объяснила свое бегство преследованием по политическим мотивам. Дело об ее экстрадиции в Казахстан началось в 2017 году, когда ее задержали в Киеве в связи с тем, что на родине она объявлена в международный розыск по обвинению в совершении уголовного преступления. В 2009 году ее признали виновной в мошенничестве. Блогер назвала это дело сфабрикованным. Жанару Ахмет называют одним из лидеров запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор». Казахстанский суд признал его экстремистским. Основатель и лидер ДВК, опальный казахстанский политик Мухтар Аблязов, с этим решением суда не согласен. Журналисты украинского бюро «Радио Свобода» накануне судебного заседания побеседовали с Жанарой Ахмет. Казахстанский блогер рассказал о том, что ее может ожидать, если власти Украины примут решение экстрадировать ее на родину. Я точно знаю, что в случае выдачи это однозначно будет заключение, естественно, тюремное. И судить меня будут не за то, что я, как они говорят, не отбыла срок наказания 2009 года, а судить меня будут за то, что я занимаюсь экстремистской деятельностью, на их взгляд. То есть наша организация судом Есильского района признана экстремистской, Астанинским судом. И, соответственно, как лидер этой организации, одного из лидеров, меня подвергнут, во-первых, осудят по этому признаку, во-вторых, неминуемо будут пытки. Мы уже знаем, это многократно было доказано, все люди, которые с нами так или иначе были связаны. Вот, например, Киргизия выдала нашего журналиста Мурата Тунгишпаева 10 мая 2018 года его захватили и выдали Казахстану. Там его пытали, и человек едва не потерял зрение. Все наши акции протеста на Майдане, либо возле посольства Казахстана, когда мы организовываем акции в поддержку наших казахстанских активистов. Обязательно присутствуют провокаторы. Вот меня, допустим, дважды обливали всякими жидкостями здесь, нападали на наши акции, там, рвали плакаты и так далее. Приходят лица, которые, там, допустим, «Стоп коррупция» или «Стоп нелегал» компании такие. Мы их постоянно публикуем, все, что они делают. Могут прийти домой от них люди какие-то, могут звонить. Вот, например, мне перед каждым митингом, вот перед этими судами мне звонили и объясняли, что я обязательно проиграю судебный процесс, что меня обязательно экстрадируют в Казахстан. Вот такие вот анонимные мелкие пакости, которые создают давление достаточно серьезное психологическое. Вот даже вот этот вот сегодня ролик, где мы видели, что изобразили моего ребенка, они на самом деле не безобидные. Я понимаю, что это такие сигналы, да, допустим, сейчас в интернете активно публикуют фотографии моей семьи, то есть достают архивы, показывают, демонстрируют, что это вскрытая почта, и что это ваши личные фото, там публикуют мою бабушку, которая по происхождению уйгурка, и организовывают травлю по этническому признаку, что вот она уйгурка. Ну, вот таким образом формируют ненависть у людей. Я все это рассматриваю как сигналы совершенно однозначные в адрес моей семьи и в адрес моего ребенка. Вот, допустим, в настоящий момент до судов я вынуждена, потому что уже идут публикации о моем сыне здесь, в Украине, я вынуждена ограничить его поездки в школы спортивные, на волейбол. Он ходил в школу робототехники, программирования. Мы, то есть, тоже ограничили эти вещи. Я вынуждена была его забрать из обычной школы и перевести его на дистанционное обучение. То есть мой ребенок вынужден вот сосуществовать вот в этих реалиях, потому что здесь небезопасно. Спецслужбы Казахстана постоянно создают нам давление.
В Таджикистане обманутые дольщики требуют вернуть деньги. В Душанбе продолжается суд по делу против руководства компании «Доступное жилье», которое принадлежит администрации столицы. Сотрудников этой компании обвиняют в мошенничестве. От их действий пострадали более сотни людей, которые суммарно потеряли около $2,5 миллионов. Судебный процесс продолжается уже более полугода. Какие тюремные сроки грозят подсудимым, расскажет Анушерван Арипов. Гульнисо Гулова снимает однокомнатную квартиру в одном из самых дешевых районов столицы. Своего жилья у нее нет, и теперь неизвестно, когда она сможет купить квартиру. Около 5 лет назад Гулова внесла предоплату за однокомнатную квартиру в строящихся домах по программе «Доступное жилье». Деньги передала в руки директору Нурулу Наимову. На первый взнос скинулись все родственники женщины. Несмотря на то, что у нее есть договор и квитанция об оплате, в списке дольщиков ее не внесли. Он сказал, чтобы я принесла ему деньги. Я сказала, что переведу через банк. Он сказал, что из-за банковского кризиса для продолжения строительства нужна наличка. Какая вам разница? Я же директор. Дайте мне деньги. Строительные работы, по словам Гуловой, затягивались несколько лет. Она и другие вкладчики обращались с жалобами в различные инстанции. В 2018 году Нурулу Наимова, директора компании, отстранили от должности. Затем прокуратура возбудила против него уголовное дело, вспоминает Гульнисо Гулова. Дома достроили уже при новом руководстве, и часть дольщиков получила свои квартиры. Но женщина и еще более 100 человек остались и без жилья, и без денег. Их взносы обвиняемые просто присвоили, уверена она. Сначала написали заявление в прокуратуру города. Не помогло. Тоже и с Генпрокуратурой. В аппарате главы государства сказали, что помогут, но результата не было. Потом дело попало все-таки в суд, и вот 4 месяца я хожу на все заседания. Десятки дольщиков приходят в суд на каждое слушание по этому делу. По их словам, прокурор на слушаниях заявил, вина руководства компании доказана и потребовал 22 года лишения свободы для директора и значительные сроки для его подчиненных. Но дольщикам нет дела до наказания. Они требуют вернуть вложенные средства. Компания принадлежит администрации Душанбе, и именно городские власти являлись гарантом строительства, говорят пострадавшие. Тем более дома строили для госслужащих, практически для своих, уверены дольщики. Директора предприятия «Доступное жилье» Нурулу Наимова все знали, как госслужащего. Получается, я деньги дала государству, а не Наимову или другим частным лицам. Я хочу, чтобы государство вернуло мне деньги. Мне все равно, какое наказание ему назначат. В наших договорах не написано, что мы должны были деньги перечислять на банковский счет, а не на руки директору. Дочь с 5 детьми осталась на улице, поэтому я прошу у государства вернуть деньги моей дочери, чтобы она купила жилье. Нам сказали, что, скорее всего, вернут 130 тысяч сомани. Тогда по курсу я платила долларами 21 тысячу, но курс изменился. Теперь могу купить только вагончик, чтобы дочь в нем жила. На суде сами обвиняемые пообещали частично вернуть деньги дольщиков, сказал адвокат одного из них Рустама Раджабова. После суда Хайдар Нурмухамадов не стал давать комментарии журналистам, но днем ранее адвокат говорил, что на заседании суда 10 января он попросил снять арест с имущества его подзащитного. Это нужно для того, чтобы его клиент смог продать имущество, а на вырученные деньги возместить ущерб истцов. Сегодня некоторые обвиняемые уже выступили с последним словом на суде. Приговор будет вынесен в ближайшие недели. Но учтет ли суд интересы вкладчиков при вынесении приговора, пока неизвестно. Анушерван Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Я с рождения хотел летать, и часть моей жизни шел к тому, чтобы научиться летать. Знакомьтесь, это Юрий Яковлев, основатель и главный конструктор компании «Аэропракт». Сейчас компания конструирует и производит 2- и 4-местные крылатые машины. Наши самолеты летают на всех континентах, за исключением Антарктиды.
Как предпринимателям удалось развить бизнес в лихих 90-х. И как авиакатастрофа чуть не поставила крест на любимом деле. Обо всем этом смотрите в проекте «Бизнес-план».